Как недавно с радостью заявили киевские власти, на Украину едут воевать 16 тысяч наемников. Солдаты удачи, судя по сообщениям СМИ, стекаются из всех краев земли. Частные военные компании собирают на войну в Незалежную самых отмороженных боевиков. Особенно стараются американцы и британцы, хотя уже есть данные о появлении неонацистов из Польши, Прибалтики и даже Бразилии. Можно с уверенностью говорить о том, что этим нелюдям абсолютно наплевать на жизни мирных граждан. В первую очередь эти псы войны едут ради денег, а во вторую ради своих нацистских убеждений. Понятно, что они не остановятся ни перед чем. Следует заметить, что украинское руководство, создавая так называемый иностранный легион, должно понимать, что оно несет полную ответственность за те преступления, которые эти наемиты совершают и, к сожалению, будут совершать против мирного населения. В Министерстве обороны России уже сообщили, что иностранные наемники не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Поэтому, как заявили в оборонном ведомстве, самое хорошее, что ожидает наемных убийц – привлечение к уголовной ответственности. А в Следственном комитете России напомнили, что уголовная ответственность по статье «Наемничество» предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Иностранные наемники, прибывающие на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным и националистическим батальонам, подлежат уголовной ответственности за наемничество. Председатель Следственного комитета поручил следователям обеспечить работу по установлению личности и гражданства наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий в отношении российских граждан и мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Но это будет лучший исход для бандитов, ведь по всем законам логики они будут уничтожены.